За деньгами через суд крымчанка Алена Лунева, переехавшая на материк, судится с коммерческим банком, в котором не смогла получить денежный перевод. Прежде чем отдать деньги клиентке, которую банк обслуживает более 2 лет, у нее требовали 19 справок, подтверждающих то, что она живет в Киеве. Чем закончился их спор, Алена рассказала нашим журналистам. Меня зовут Алена Лунева, и я из Симферополя. Я выехала из Крыма в апреле 2014 года, и, в общем-то, в том же месяце я открыла счет в банке, Укрсиббанке. И все эти 2,5 года я была их постоянным клиентом. На прошлой неделе мне позвонил менеджер банка и сообщила, что мы карточный валютный счет пополним, но деньги эти на мой счет не зачислятся, пока я не принесу 2 из списка 19 документов. В этом списке были документы, например, с Укрпочты. Я должна была бы предоставить документы из спортзала, или из ЖЭКа, или из садика, куда ходит мой ребенок, о том, что я его туда сопровождаю. Подтверждение того, что я живу в Киеве. Я объясняла им, что я постоянный клиент их банка, и они могут по транзакциям отследить, что я живу здесь. На следующий день я пошла в банк и встретилась с начальником отделения, которая сказала, что такова политика банка, и без предоставления каких-то документов деньги они мне не отдадут. И в тот же день эти деньги вернулись обратно отправителю. Это достаточно большая сумма денег, я их, конечно, получу, но для этого мне придется еще ждать, например, полгода, может быть, больше. Честно говоря, я подожду еще один ответ, я написала им запрос, чтобы они предоставили нормативный документ, на основании которого утвержден список 19 документов этих, и кто их утвердил. И когда получу ответ, что, наверное, ничем он не утвержден, я обращусь в суд. Я считаю, что эти действия – это дискриминирующие действия, потому что касаются они только переселенцев.